Всем добрый день, добрый зимний день. Сегодня у нас замечательное интервью с очень необычным человеком. Мы в гостях в доме Асадуллаева, и мы сегодня встречаемся с писателем, а когда-то и политиком, с человеком, который действительно неравнодушен ко многим сферам в жизни, как в прошлом, так и в настоящем. Герой нашей сегодняшней встречи зовут Мухамадиев Ринат Софиевич. Первый вопрос, Ринат Софиевич. Здравствуйте, добрый день, во-первых. Здравствуйте, да. Добрый день. Приятно быть рядом с писателем в окружении книг. Ринат Софиевич, скажите, пожалуйста, для вас литература – это профессия, удовольствие, это может быть целая жизнь, или это то, что можно назвать вот творческой составляющей вашей жизни, поскольку вот ваша жизнь, она была очень многоплановая? Ну, литература настоящая, она не отличается от жизни. Так. Это стихии, можно сказать. Но когда мы росли, 50-е, 60-е годы, вся страна читала, вся страна ценила книгу. Приобретение каждой книги – это событие семейное считалось. Книги из рук в рук переходили. Вообще страна читающая же была у нас. Все собирали библиотеку? Да, у всех библиотеки были, и интеллигентность, и образованность семьи оценивали по книгам хозяина. Ну, вообще, мы в книжной стране воспитывались. Мы вот много критикуем свое прошлое, но мы жили прекрасное время и в прекрасной стране, вокруг прекрасных людей. Я с вами соглашусь. У меня к своей части жизни, которую я прожила в Советском Союзе, особых претензий нет. Мне тоже нравилось, что мы много читаем, много общаемся, много делимся, ходили мы в кружки, и, в принципе, мы действительно были очень любознательными и образованными, даже для детского возраста. Вот сейчас получается, что ситуация, она такая, можно сказать, в обратную сторону пошла. Если раньше была цензура, очень мощная цензура. Любую книгу, чтобы ее напечатать, да, нужно было пройти несколько кругов проверок, вычеток и так далее. Да? Сейчас любой человек может написать и издать. Это раздувают цензуру. Ну, цензура, она всегда должна быть. Так. Цензура, она всегда есть. Но одно дело политическая цензура. А разве сегодня нет политической цензуры? Нет, есть, конечно. Во все времена она была, но так, чтобы я не помню, вот я работал председателем Союза писателей Татарстана в течение более 10 лет. Долгие годы работал заместителем председателя Союза писателей СССР, Международного союза писателей. Но, по сути дела, я не встречал писателей, которые жаловались на какие-то цензуры. Ну, естественно, живя в стране и открыто пропагандировать против системы этой страны нигде не позволяется. Это и в современной Европе такого нет, и в Соединенных Штатах Америки есть своеобразная цензура. И цензура еще у каждого умного человека есть и остается в своей голове. Да, некие, да, определенная степень самокритики, да, которая вот не позволяет. Мне не нравится, что в Советском Союзе вот цензура заставляла и людей ограничивали в возможностях. Этого я не могу сказать. Ну, естественно, хаять свою родину тогда бы никто не стал. А сегодня можно. Я еще имела в виду, знаете что, Ринат Софиевич, я имела в виду то, что цензура была не только с точки зрения политического содержания, да, книги, а художественного, эстетического, стилистического, да, то есть писатель это не абы кто был, да, это прежде всего был человек грамотный, сам много читающий, умеющий писать, грамотно писать и красиво писать. Сейчас
таких требований к писателям практически не предъявляется. Конечно же, есть писатели, которых признают весь мир, и они великолепны, но есть писатели, непонятно откуда взявшиеся, да? То есть вот такой цензуры нет, не вычитывают стиль. Это вот не называется цензурой, это профессиональные критерии, редакторские критерии. В любом радио, телеканале были художественные советы, они халтуру не пускали, что попало книгой не должна издаваться. И сегодня вот почему мы теряем святое содержание книги, потому что попало печатать начали. Эта вседозволенность никогда к хорошему не приводит. Ну, возьмите тоже, я за всю эстраду не скажу, но телеканала, некоторые люди же знают, если открыть Первый канал, тут обязательно вот это, там кроме этого ничего нет. Второй канал откроешь, вот это, кроме этого ничего нет. У людей вот ответственность перед зрителями, перед читателями сейчас, можно сказать, почти отсутствует. Почти отсутствует. Но получается, что такое отсутствие ответственности, оно как раз еще и трансформирует в неправильную сторону и вкусы зрителей. Поэтому родители запрещают своих детей смотреть телевидение, многие интеллигентные люди запрещают меньше общаться в интернете, ограничивают их время. Это вынужденные меры. Да. Вот эта вседозволенность, к сожалению, да, она имеет очень плохую обратную сторону. Скажите, пожалуйста, а когда, во сколько, в каком возрасте вы начали писать и напечатали в первый раз? Желание писать, наверное, было с маленьких лет, но первые публикации у меня в районной газете и потом республиканской, казанских газетах появились где-то в 9-10 классе. Я поздно взялся за творчество. Это поздно, да? Да, обычно люди начинают писать, я думаю, и женщины, и мальчики, и девочки, когда первый раз обращают внимание представителям другого пола. Это стихи, первые чувства появляются у людей, у детей, и это как-то тянет к бумаге, к ручке. Да. Наверное, и у меня так же было. То есть районные газеты — это какие-то рассказы, стихи, наверное, да? Нет, я стихи писал. У меня, я всем говорю, когда литературно-критические статьи, посвященные творчеству поэтов, я писал, мне некоторые поэты говорили: ты сам попробуй писать стихи, критиковать это легкое дело. Я им всегда отвечал: у меня 2 чемодана стихов, но я их просто не публикую. Понятно. У человека должна быть самооценка, потому что я хорошо знал, что есть поэты настоящие. Разве после того, как прочитал стихотворение Хади Такташа, Габдулла Тукая, Фатиха Мирхана, Хасана Туфана, взять на себя смелость сказать, что я поэт. Это не каждому свойственно. Да, согласна. А прозаические произведения, когда вы могли себя назвать, что все, я буду писателем? Как вы пришли к этому? Прозаические произведения я начал, наверное, писать только в конце 70-х годов, когда уже университет завершил, уже работал в литературно-художественном журнале «Казан Утлары». Я в прозу вошел уже зрелым человеком. Вы уже и профессионал, можно сказать, вошли, да, потому что у вас литературное образование. Конечно. И диссертация литературное образование. У меня уже готовая диссертация была в то время, и много было статей, посвященных литературе, истории нашей литературы. Вошел в литературу достаточно подготовленным.
Скажите, пожалуйста, а что нужно, какие нужно пройти этапы становления как писателя, чтобы однажды решиться на роман? Ну, абсолютно ничего такого сверхъестественного не требуется. Просто человек должен созреть и духовно, и тематически, и владеть материалами. Ну, не все, что называется романом, является романом. Романы вообще-то в последние годы тоже обесценили этот жанр, к сожалению. Некоторые даже материалы рассказа превращаются в романы, повести превращаются в романы. Ну, во всех областях сейчас вот критерии, к сожалению, теряются. Теряются в худшую сторону. Ну, где в худшую, где в лучшую, наверное. Не будем абсолютизировать. Да, обобщать. Скажите, вот как приходит вдохновение, нет, хорошо, назовем так. Как приходит эта мысль? Я готов написать роман. Это вдохновение от темы какой-то или идеи? Или это уже полностью в голове простроенный какой-то сюжетный ракурс, вот все сюжетные линии, понимание судеб героев, какие герои? Или это просто какой-то вот момент, что об этом я сейчас начну писать, и в процессе все пишется, либо уже готовая структура? Знаете, вы задаете вопросы, над которыми я никогда не задумывался. Так. Эти вопросы меня никогда не волновали. Если ты не созрел написать рассказ или какое-то другое произведение, взяться за это дело не следует. Если ты взялся, не будучи подготовленным, не у себя в голове, в душе, несколько раз не пережив это произведение, ее написать невозможно. И у меня еще такие правила. Я никогда не рассказывал, пока не дописывал, не ставил последнюю точку, о чем я пишу, о чем собираюсь писать. Потому что мне в свое время один из выдающихся татарских писателей, когда говорил, что Ренат, никогда не рассказывай, о чем будешь писать, потому что после каждого рассказа определенная часть твоих искренних эмоций исчезают. Вот я знаю таких людей, которые годами говорят, рассказывают всем, вот я об этом собираюсь писать, вот я об этом обязательно напишу, и рассказывает сюжета, а потом, когда напишет, получается не очень зрелое либо произведение. вообще не напишет, или да? может вообще не написать. Ну, тут правил для всех не существует. Лучше об этом меньше говорить. Сохранять энергию, сохранять свои эмоции, да? У вас складывалась довольно понятная, довольно успешная литературная карьера. Как так получилось, что вдруг из вот этого мира литературы, из мира прекрасного, вы попадаете в мир политики? Но, вам это было интересно, или это была необходимость, или как? Ну, это жизнь. Просто одной литературой жить невозможно. Изолированным жить в обществе, быть изолированным от общества невозможно. То, что вокруг тебя творится, если это тебя не волнует, тогда тебе и такая цена и литературы, мне кажется, ну, 90-е годы, в начале 90-х, в конце 80-х, вообще в стране странные и глобальные преобразования начались. Естественно, как думающий, мыслящий человек, я, наверное, в том числе, я тоже не остался в стороне, потянулся к событиям, пошел
на выборы народные депутаты. И, между прочим, тогда выборы были они очень настоящими, очень бурными, и народ самостоятельно способен был высказать свою точку зрения в выборах. Ну, можно сказать, стал депутатом, но политик, любой писатель, он в какой-то степени политик, смотря в какой области. Любое художественное произведение – это тоже в определенном смысле политика. Ну, то, что в нем выражена ведь его точка зрения к обществу, к окружающим проблемам жизни. Ну, все где-то границы ставит между литературой и политикой, наверное, невозможно. То есть все-таки такие проникающие, да, казалось бы, это искусство, а политика, да. ну это… Но все равно я где-то временами тоже и высказывался, и думаю, естественно, просто если бы оставался просто писателем, просто прозаиком, не занимаясь политическими вопросами, хотя это тоже представить сложно, наверное, мне, как писателю, было бы значительно лучше. Лучше? Было бы, да. Потому что когда уже ты в политике начинаешь многое понимать, как и каким образом там наверху все устроено, беспокоится о судьбе народа или делает вид, что беспокоится о судьбе народа, а думает больше о себе. Вот когда уже на конкретных примерах все это ты знаешь, значительно труднее становится и жить, и писать. Понимаю вас. То есть вы отдаете себе отчет в том, что до политики и после политики это вот два разных человека, да? То есть просто само мышление меняется очень сильно. Примерно так да? сказал. Вообще абсолютно границы нет. Вот до политики и после политики нет такой границы. Но изменения… Вы тоже вот в начале, когда меня представляли, сказали бывший политик. Бывших политиков не бывает. Понятно. Да. Понятно. Тогда вычеркиваю это из своего начального представления, но… Не вычеркивайте. Да. Конечно же, если вы уже увлечены однажды чем-то, то это остается. Увлечены, я имею в виду, что вы неравнодушны к этому, да, уже остаетесь неравнодушным навсегда. Вы ведь были не просто политиком, вы вошли в высшие эшелоны власти, да, вы приехали в Москву, вы работали в Верховном Совете, и вам предлагали, как предыдущее руководство страны Михаил Горбачев, так и следующий руководитель Борис Ельцин, вам предлагали один и тот же пост занять. Ну, я с ними общался тесно, прекрасные люди, если конкретно отдельно взять. Но в то же время, к моему большому сожалению, именно эти политические деятели, личности очень много и вреда сделали для страны, для граждан нашей великой Родины. Я так считаю. Если вернуться ненадолго, если вернуться в те события, которые происходили в начале 90-х, вам предлагался очень высокий пост заместителя главы Верховного Совета, да? Да. Вот. Первого заместителя, да. Так сложились обстоятельства, даже не столько вот вы сами отказались, я смотрела ваши предыдущие рассказы об этом эпизоде. Не то чтобы вы отказались от этого, но так сложились обстоятельства, что этого назначения не произошло. Скажите, это вас спасло в каком-то смысле? Или вы сейчас думаете, что будь вы на том посту, как-то бы это повлияло, может быть, мощнее на вашу судьбу в лучшую сторону? Ну, я не был подготовлен для работы на таких должностях. Я не отказывался, когда мне предлагали.
я просто оказался вот в такой ситуации, для себя не воспринимал, и когда не получалось, тоже как личную трагедию я не воспринимал. Ну, просто жизнь предлагали. Мне было странно, что именно мне предлагают. Но в то же время, а почему бы не попробовать? А почему бы не попробовать? А когда палки уже сунули многие, да, которые мне известны, известные люди, и так получилось, я для себя сделал вывод. Это все к лучшему. Я в Верховном Совете возглавлял комитет по культуре и национальным вопросам. До сих пор в Российской Федерации еще десятки законов, законодательных актов, которые были во главе со мной предложены в Верховный Совет и принято. Это закон о культуре, об авторских правах и многие другие. Даже вот мы в библиотеке сидим, закон о библиотечном деле тоже был предложен мною в Верховный Совет и принят. Он до сих пор действует. Ну, возможно, действительно, именно на этом посту вы смогли сделать гораздо больше, потому что в каком-то смысле это тихая гавань, в каком-то смысле это не совсем вот просто на передовой тех политических событий, которые происходили. Тогда тихой гавани ни для кого не было, тихой гавани. Но, естественно, я для работы в области культуры, литературы был более-менее подготовленным человеком. И, естественно, мне было приятно заботиться о культуре, о судьбе национальных республик, народов, о языках народов Российской Федерации. Для меня это было близко, и поэтому кота в мешке я не чувствовал. Все-таки тема для вас была тема все-таки была близкая, для знакомая. меня более-менее уже знакомая. Вы татарин стопроцентный, вы родились в Мамадыше, вы пишете на татарском языке, и тем не менее ваша роль в истории большой страны, которая в основном говорит на русском языке, она, конечно, неоценима. Вы настолько высоко, можно сказать, ушли в эту политику, что даже получилось так, что во время того, когда расстреливали Белый дом, вы были именно там, с той группой политиков, которые остались защищать Белый дом. И когда я прочитала вашу повесть, мне даже немножко до сих пор впечатления такие, «Крушение». Повесть называется «Крушение». Я читала с комком в горле. И эта повесть вышла в 95-м, по-моему, году. В 93-м году я ее завершил. Да. В 95-м, наверное, на русском языке она вышла. Так, в 95-м году. То есть, по идее, события по горячим следам выходит эта повесть. Повесть шокирующая, события, описанные с документальной точностью, с именами, фамилиями, диалогами, монологами. После этого как вам жилось? Мне жилось очень хорошо, потому что меня, по сути дела, московская интеллигенция, выдающиеся российские писатели приняли на эту повесть документальное «Крушение». Вступительное слово без моей просьбы самостоятельно написал Юрий Васильевич Бондарев, выдающийся человек. И мне присудили Шолоховскую премию именно за этот роман. Без моего участия это произведение было опубликовано в 20 странах мира. И на русском языке только это произведение выдержало более 10 изданий. И до сих пор
спрос на нее очень высокий. Просто я говорю, уж хватит, наверное, потерпите, пусть немного остынет. Остынет. Потому что одним произведением только жить нельзя. И раздувать мне именно это произведение особо не хочется. Ну, я был счастливым человеком, работал не только большими политиками страны. Прежде всего я горжусь тем, что меня приняли в свои ряды ведущие писатели нашей страны. Я работал первым заместителем Сергея Владимировича Михалкова, автора гимна. Когда гимн России принимали, мы, можно сказать, еще с двумя другими группами соревновались, ежедневно нам возвращали текст. И мы совместно, 3-4 человека, Сергей Владимирович, Валентин Сорокин, Юрий Васильевич Бондарев, обсуждали, вносили какие-то коррективы. И Сергей Михалков нам прислушивался, и мы победили. И, конечно, прежде всего, поэт Сергей Михалков победил, но он никогда самостоятельно только не решал. Все-таки это очень серьезный вопрос был, серьезная конкуренция была. В те годы я общался, можно сказать, всей литературной элитой Российской Федерации, бывшего Советского Союза. До сих пор дружу с ними и ценю эту дружбу. Они меня ценят, я их ценю. С Расулом Гамзатовым лично в его махачкалинском доме я неделями вдвоем бывали в его родных селах. С Мустай Каримом очень близких дружеских отношениях жил. Юрием Васильевичем Бондаревым, Михалковым, Владимиром Карповым, героем Советского Союза. Но Валентин Сорокин, поэт, Валентин Распутин, лично, когда его выгоняли с квартиры на Конюшинском переулке, именно я сходил к Борису Ельцину и доказал ему, что бывших депутатов, такого выдающегося писателя, как он, как Астафьев, как Василий Быков, нельзя обижать ни в чем. Да, и добился своего. И, по сути дела, счастливые годы, как счастливые годы, вспоминаю я бурную жизнь тех 90-х. Таких сложных 90-х. Да. А я знаю же еще историю, что вы помогли мусульманам России впервые поехать в хадж. И более того, помогли найти деньги, помогли, собственно, вообще, чтобы эта поездка состоялась так или иначе. Как это произошло? Ну, я организовал встречу муфтия Талгата Таджуддина. Он обратился к вам, да? Да, ко мне. Добыл разрешение им войти на территорию Московского Кремля. И потом свидание организовал с Борисом Николаевичем Ельциным, хотя у него времени не было, это время было съезда, и организовал, по сути, люди даже при Ельцине категорически против были отдавать мусульманам Российской Федерации самолеты, и тогда ведь доллара разрешалось только с разрешения Минфина на одного человека где-то 7 или 12 ли долларов только обменивали. Когда Талгат Таджуддин вот мне запомнился, он сказал: естественно, Эмираты нас финансово гарантируют, обеспечивают. Да. Неужели мы, представители великой страны Российской Федерации, будем за их счет проживать и хадж посетить? И Ельцин тут же вызвал к себе
министра финансов и сказал выделить столько-то, сколько они просят. Министр сказал, я никогда такие вопросы не мог разрешать, Борис Николаевич, я не могу это выполнить. И он тут же пригласил его заместителя, сказал, вы министр финансов, решите этот вопрос. Заместитель оказался более гибким человеком, сказал, решу. И стал таким образом министром финансов Российской Федерации. Вот так и вопрос решился на двух, Ту-154 мусульмане полетели в хадж. Таким образом, исторический факт. И И они, конечно, Талгат и меня приглашал Хазрат, но, к сожалению, занятый был или не созревший был. Я так и не сумел посетить с ними в хадж, и до сих пор еще только в мечтах. В мечтах, ну пусть они Да. осуществлятся обязательно. Ну, дай Бог. Удивительная, конечно, история. Когда я прочитала, вот возвращаясь к крушению, мой первый вопрос был, который мне хотелось вам задать. После того, что произошло тогда, у вас не возникало мысли, вообще вот эта мысль, она не пришла естественным образом, что, допустим, уехать из России, не жить здесь больше? Я другой жизни не представляю. Здесь жили мои родители. По сути дела, это моя родина. Пусть уезжают те, кому не нравятся наши действия. Я так думал, и до сих пор такого мнения. Хотя мне гражданство предлагали, я уж сейчас не скажу, какая страна, знающие люди меня догадываются, откуда было такое предложение, но я даже об этом не задумывался. Для меня это, я вообще не понимаю тех людей, которые мечтают и правдой, и неправдой стремятся уехать из своей родины. Как бы тяжело ни было, это наша родина, это страна наших предков. Тукай же сказал, мунда тудук, мунда устык, мунда даргызның ажаль. Ну, мы здесь родились, здесь выросли, и последние дни мы примем именно на родине своих предков. Да, отличный такой замечательный ответ. Можно прямо лейтмотивом к интервью. Возвращаясь еще к вашим произведениям, я прочитала роман, повесть «Львы и канарейки». Это повесть. Да. Повесть, да. Нет, роман, конечно. Это роман. Да, это первый мой роман. Первый роман. Я не знала, что это именно первый роман, к стыду своему, потому что, конечно, если бы я и эту информацию знала, я бы удивилась еще больше. Там есть главные герои, женщина и мужчина, любовь такая, неправильная, скажем так, любовь, какие-то очень странные отношения. Любовь неправильной не бывает. Ах, с кем я говорю? Конечно же. И только правильной не бывает. И только правильной. Я всегда вспоминаю в этом случае Эдуарда Асадова, который говорил, не бывает любви несчастной, может быть она горькой, трудной, безответной, безрассудной, может быть даже смертельно опасной, но несчастной любовь не бывает, даже если она убивает. Вот вспомнилось вдруг. Любовь такая, в общем, там сложная, скажем так, назовем это так. И тот пласт отношений, который вскрывается в этом произведении, он тоже такой тяжелый, я бы сказала. Но тем не менее, есть человек, которого я считаю в этом романе главным героем. Это собачник. Когда я читала все абзацы и страницы, которые были посвящены именно вот этому собачнику, я очень тоже хотела вас спросить, история с собачником – это откуда-то из вашей реальной жизни? Потому что вот этот собачник, он как лицо того исторического момента был, лицо человека, потерявшего корни. Я о собачнике расскажу, но насчет любви я высказался и доведу до конца. Все-таки в том романе не только о любви идет. Под видом любви иногда предлагаются и извращения. Вот я
именно вот это извращение ну, как-то сумел показать. Да, Считаю, совершенно точно. у своих героев. А что касается Собаченко, это трагедия, которая идет, можно сказать, от 20-30-х годов прошлого века. Все-таки мы целые поколения интеллигенции уничтожили в 20-е и 30-е годы. И их дети, кроме как собачниками, не могли стать. Другую профессию они избрать не могли. Им поступать туда нельзя было, сюда нельзя было. Им работать там нельзя было, тут нельзя было. Вот эту трагедию целого поколения я стремился показать через этот эпизодический образ. Очень я вас благодарю, что вы заметили и выделили этого героя, потому что, хотя и является эпизодическим героем, но является одной из главных героев, через которого я хотел высказать свои сокровенные размышления. Спасибо за это. Спасибо вам за этот роман, потому что я действительно выделила этого человека, вот он был как ну, я не знаю, можно сказать, там, как скала, как красный цвет, если возьмем цвета. Я просто понимала, вот там столько горечи, столько боли в описании, собственно, не самого даже человека, а в описании времени, истории, когда теряются корни, а потерянные корни, они уже не дают возможности развиться новым побегом, да, и получается, что человек, потерявший прошлое, он теряет и сына, теряет и будущее. И это был очень такой вот для меня болезненный эпизод в этой книге. Я прям вот почему-то выделила, мне все остальное, вот эти все извращения, вот этот не очень приятный срез человеческих, ну, не знаю, такого какого-то среза жизни не совсем красивого, да, который мы там видим. Мне именно этот собачник запомнился и остался вот в памяти. Я прям помню все эти эпизоды, помню то, как развивалась его сюжетная линия в романе. А было у вас в детстве такое, да? У вас убирали собаку? Вот я просто уже возвращаясь к истории, как родился этот персонаж. Где-то, когда я учился в 4-м или 5-м классе, именно каждую зиму приезжали из районного центра на лошадях охотники, и по улице лошади шли, у всех расстреливали любимых собак. У нас была Юлдаш, путник. Вы даже оставили это имя. Черно-белая собака, удивительно добрая, умная. И они расстреляли эту собаку. Я готов был растерзать этих собачников. Можно сказать, из школы я прибежал в носках зимой по снегу. Маленький мальчик запомнился. Вообще, что касается вот этих последствий 20-х, 30-х годов культ личности, у нас в татарской литературе, да, и вообще в стране в целом мы очень поверхностно пока мы больше критикуем только руководство тех времен и показываем некие страдания, не оценили, какие последствия от этой трагедии шли. Я вот в нескольких еще поздних произведениях этой теме прикасался. И в романе «Мост над Адом» в определенной мере это касается. И последний, в одном из последних романов, из чего желтеет белый лист, тоже роман. Но пытались всячески
ставить препоны перед этим романом. Нашлись такие люди. У нас же принято обвинять во всем, что касается нашей татарской литературы, говорю, во всем виновата Сталин и его режим приняли. Во всем виновата Москва или кто-то. Принято так оценивать. Да, очень просто. А мы себя ни за что ответственными не считали. А в самом деле ведь все те трагедии совершались на местах. Доносы писали коллеги, соседи конкретные, дополнительно писали. Я вам выскажу. До войны писали Мусаджалиля, почему до сих пор не расстреляли. Я в руках держал эти анонимки, даже не анонимки, а сбор подписей. Собственной подписью писали. Еще и после войны татарская интеллигенция, к сожалению, не поднимала Мусаджалиля. Это Москва, Симонов поднял Мусаджалиля, оправдали. То есть мы довольно-таки трусливые люди, к сожалению, в этом отношении. И поэтому я чуть-чуть и огорчен, но в то же время понимаю, в связи с чем это наши читатели, особенно наша интеллигенция, не подготовлена воспринимать все последствия тех трагических лет еще до сих пор. Не осознали еще глубину этой трагедии. Но она продолжается, я так думаю, потому что влияние, оно продолжается с каждым поколением. Да. Эта трусливость. Мы же всегда ждем только добра от царя. Если там царь решил, значит так положено. Пройдет, лишь бы не было войны. Мы до сих пор живем с такой философией. Даже представители европейской интеллигенции иногда задают при встречах вопросы. Вы странные люди, вроде бы такие сильные, победили фашизм, а у себя, если какие-то вопросы, вы поднимать боитесь. Мы такие свободолюбивые, сильные, но в то же время довольно-таки трусливые люди.